я с гордостью представляю филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан. Художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный артист Республики Татарстан Сергей Васильев. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы счастливы видеть вас в этом прекрасном зале Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. И спасибо вам, что этот вечер вы решили провести в нашей компании. Спасибо вам большое. Столетие российского джаза. А все началось 1 октября 1922 года. И это событие связано с именем Валентина Парнаха. Это режиссер, хореограф и танцовщик. Дело в том, что, будучи в Париже, он услышал джазовый ансамбль и просто заразился этой музыкой. Он купил саксофон, банджо и ударную установку и приехал в СССР, чтобы познакомить наших советских тружеников с этим прекрасным музыкальным стилем. И вы знаете, концерт прошел в новом, сейчас в этом здании располагается ГИТИС. И вы знаете, этот концерт имел, конечно, феноменальный успех. На этом концерте был весь бомонд творческой интеллигенции. Например, знаменитый режиссер Мейерхольд остался в таком восторге, что он пригласил Парнаха работать у него в театре. И, конечно же, много молодых музыкантов заразились этим новым стилем джаз. И одним из таких был Александр Цфасман. И сейчас для вас мы сыграем его композицию, которая называется «Звуки джаза».
Соло на альт-саксофоне Сергей Минаев. Соло на трубе Марат Бабаев. Соло на кларнете Анатолий Калашников. Соло на тенор-саксофоне Абдурашид Алаваддинов. Соло на рояле Мария Аксенова. Спасибо большое. Вы знаете, Александр Цвасман это был уникальный, выдающийся музыкант. И вы знаете, он был руководителем первого официального московского джазового оркестра в СССР. И назывался он «АМА-джаз» – Ассоциация московских авторов. Дело в том, что Цвасман был очень важен для этой ассоциации, потому что он делал переложения или транскрипции, ну, в общем-то, записывал в ноты знаменитые мелодии, шлягеры того времени, вальсы, танго, фокстроты. И именно поэтому, как сейчас принято говорить, ассоциация спонсировала фантазию молодого пианиста о создании джазового оркестра. И этот оркестр сделал первую запись русских джазовых музыкантов, которые играли джаз в профессиональной студии. Ну как в студии? Это мы сейчас говорим студия. А тогда в кабинете на Кузнецком мосту в Москве был кабинет напевов, глав пласт треста. Именно в этом кабинете напевов сделали первую запись этот потрясающий оркестр. И вы знаете, что удивительно, что в этом кабинете был человек на должности, который следил за тем, как передвигается трамвай. То есть он стоял около окна, говорил: так, внимание, идет трамвай. Запись останавливалась. Ну, трамвай проходит громко, то есть записывать нельзя в этот момент. Он следил, так, трамвай проходит, можно дальше записывать. И запись продолжалась. Вот такой удивительный человек. Интересно было бы с ним пообщаться. Он целыми днями только следил за трамваями или еще у него были какие-то функции. Но это уже история неизвестна. Дело в том, единственное, что мы точно знаем, что первая запись джазовых музыкантов была произведена оркестром «АМА-джаз» Цвасмана. Это была композиция «Аллилуйя», автор которого был Юманс. И вы знаете, Цвасман был удивительным музыкантом, пианистом-виртуозом. И что тут говорить, если первое исполнение знаменитой рапсодии в стиле блюз Гершвина, которая состоялась в большом зале консерватории, солировал именно Цвасман. И сейчас специально для вас мы сыграем, пожалуй, самое известное произведение Цвасмана. И вы, конечно же, узнали это «Неудачное свидание».
Соло на трубе Марат Габитов. Соло на тромбоне Ренат Хабибулин. Андрей Аношин, соло на альт-саксофоне. Марсель Шарипов, соло на тенор-саксофоне. С утра побрился и галстук новый в горошек синий я одел. Не надел, а именно одел. Почему-то именно так написано в оригинальных нотах Цфацмана. В 28 году молодой актер театра сатиры Утесов оказывается в Париже. И там, зайдя в очередной парижский кабаре, он услышал джазовую музыку. Он услышал оркестр, джазовый, американский оркестр. Ему безумно понравилось. Но, как говорят знатоки, ему не столько понравилась джазовая музыка, сколько, как сейчас говорят, ему понравилось шоу. То есть все, что происходило на сцене. Дело в том, что дирижер там не просто дирижировал, он вел концерт. Он пел, он танцевал, участвовал в бесконечных антрепризах вместе с артистами оркестра. То есть это была настоящая шоу-программа. И именно это ему понравилось. Вернувшись в СССР, он загорелся желанием обязательно сделать что-нибудь подобное. Но он не был музыкантом. Ему нужен был помощник, человек, который все организует. И этого человека он нашел в лице потрясающего классического трубача Якова Скоморовского. И он-то как раз и помог сделать концертную программу, написал аранжировки. И 8 марта 1929 года в здании, где сейчас располагается Михайловский театр в Санкт-Петербурге, тогда в Ленинграде, состоялась презентация новой программы, которая называлась «Те-джаз». Театрализованный джаз. И, конечно же, это был колоссальный успех. Перед Утесовым открылись двери всех концертных площадок не только Ленинграда, но и Москвы. Но поистине настоящий всесоюзный успех к Утесову пришел в 1934 году, когда на советские экраны вышел фильм «Веселые ребята». И вы знаете, что на первых афишах было написано «Джаз-комедия, веселые ребята». И, конечно же, Утесов немножко с юмором вспоминал этот период, потому что Александрову, режиссеру, дали какую-то премию, Орловой, актрисе, если кто-то не знает, дали награду, ну а Утесову дали фотоаппарат. Ну так, чтобы было. И специально для сегодняшнего вечера я написал попурри на мелодии из кинофильма «Веселые ребята». И сейчас мы с удовольствием исполним ее для вас впервые.
Спасибо, спасибо большое. Это была наша премьера. Абдурашид Алаваддинов, соло-тенор саксофоне. Сергей Минаев, соло на альт-саксофоне. Анатолий Калашников, блистательное соло на кларнете. Марат Бабаев, лидер оркестра «Первая труба». Ренат Хабибулин, соло на тромбоне. И Равиль Камышев, конечно же, соло в Диксиленде. Соло в Диксиленде, да, да. Спасибо, спасибо большое. Конечно же, всю эту музыку написал Исаак Дунаевский. Исаак Дунаевский один из тех выдающихся композиторов, что сразу же обратили внимание на джазовую музыку. И вы знаете, даже в конце 20-х годов он возглавил Ленинградский мюзик-холл. Там-то он и познакомился с Утесовым. Утесов бесконечно ценил общение с таким великим мастером. В то же самое время Дунаевский написал несколько программ для Утесова. Одна из них называлась «Джазовый перекресток» и другой «Музыкальный магазин». В этих программах были написаны большие сюиты, в которых искали стиль так называемого советского джаза, то, что отделяло нас от джаза западного. И Исаак Дунаевский черпал вдохновение в русских народных песнях, в классических произведениях Чайковского и Римского-Корсакова. Вы знаете, даже Шостакович высоко ценил и уважал талант Дунаевского. В частности, он выделял знаменитую увертюру, написанную к кинофильму «Дети капитана Гранта». И, конечно же, мы с удовольствием сыграем совершенно другую музыку Дунаевского, но она как раз из кинофильма «Дети капитана Гранта». Это знаменитая мелодия. Если вы узнаете, поаплодируйте, пожалуйста, и нам будет очень приятно. Нет, когда мы начнем играть. Нет, сейчас тоже можно, тоже приятно. Спасибо большое. И для того, чтобы в полной мере состоялась наша задумка, мы с удовольствием приглашаем на сцену нашу солистку Аделю Музафарову. Отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15 он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул. И в беде, и в бою напевал он всюду песенку свою. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, потянитесь, только смелым покоряются моря. Но однажды капитан был в одной из дальних стран,
и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел, заикался и бледнел, но ни разу улыбнуться не посмел. Он мрачнел, он худел, и никто ему по-дружески не спел. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря. Аделя Музафарова. Аранжировка Равиль Камышев, дорогие друзья. Специально для сегодняшнего вечера. Спасибо большое. Только смелым любителям джазовой музыки, которые ходят на концерты нашего оркестра, покоряется все на свете, дорогие друзья. Именно так было в оригинальном тексте песни, но пришлось переделать. Дорогие друзья, когда мы говорим о джазе, то, конечно же, мы вспоминаем имя Олега Лундстрома. Этот человек непрерывно, неразрывно связан с нашим прекрасным городом. Вообще, вы знаете, удивительная личность. Юность провел в Харбине. Там организовал оркестр. Переехал в Шанхай. Оркестр стал безумно популярным. Выступал на лучших площадках Шанхая. Он общался со многими музыкантами со всего мира, которые приезжали на гастроли. В общем-то, у него было все, о чем может мечтать джазовый музыкант. Но мечтал он совершенно о другом. Он мечтал вернуться на родину, вернуться в Россию. И в 1947 году они вернулись в нашу страну и выбрали Казань. Потому что здесь открылась консерватория. То есть была безумная жажда к знаниям. И вы знаете, в этом году мы отмечаем 75-летие приезда Олега Лундстрома в Казань. И для нас это очень важная дата, да и для всего города. Ведь не случайно в Казани есть улица имени Олега Лундстрома. Да, она действительно есть, мы узнавали. И сейчас, вы знаете, Лундстром написал не так уж и много музыки, как композитор. И всего лишь одну песню. И сейчас для вас прозвучит именно эта песня, и она называется «Музыка, любовь моя». Поет Аделя Музафарова.
ведь я живу тогда, когда пою. Почему? Мне ни на минуту не забыть музыку, любовь мою. Я лечу в небосводе на крыльях мелодий. Я музыку слышу и ей улыбаюсь в пленительных ритмах, как в море купаюсь. О, люди, влюбленные в джаз, о, как понимаю я вас, что в мире благородней волшебства мелодий, я их как мгновение ловлю. Почему? Потому что музыкой дышу. Музыку как жизнь люблю. Я лечу в небосводе на крыльях мелодий. Я музыку слышу и ей улыбаюсь в пленительных ритмах, как в море купаюсь. О, люди, влюбленные в джаз, о, как понимаю я вас. Эй-да-да-да, ба-ба-я-ба-ба, ба-ба-я-ба, ду-ду-ду-да, эй-о-ба-да, ду-ду-ду-да, ба-я-ба-да-би-да-ю-вау, би-да-ю-вау, ба-ба-я-ба-я-ба-да-би-ду-да, ба-я-ба-да-би-да-ди-ду-ю-вау, ба-ба-ба-я-ба-я-ба-я-ба-да-да-да. О, люди, влюбленные в джаз, о, как понимаю я вас. Аделя Музафарова, дорогие друзья. Филармонический оркестр Республики Татарстан. Спасибо, спасибо большое. Спасибо огромное. Вы знаете, у меня знакомство с Олегом Лунстромом состоялось таким образом в 12 лет. Когда телевизор показывал только два канала, первый и второй, там были иногда такие моменты, которые назывались профилактика. Кто помнит такое? То есть в этот момент вообще ничего не показывало. Но была красивая цветная заставка. В этот момент в ход шла небольшая коллекция виниловых дисков, которые были у моих родителей. Ну, в основном это были какие-то ВИА. И вдруг случайно я натолкнулся на пластинку оркестра Олега Лунстрома, посвященную Дюку Эллингтону. Вы знаете, на второй стороне, то есть у пластинки было две стороны, ведь было такое время, чтобы послушать ее, нужно было переворачивать иногда. Такие времена были, действительно. Так вот, вторая сторона, это была более сложная музыка. Но первая сторона этой пластинки, я помню ее досконально. Я помню солистов, помню очередность композиций, какие композиции. И раньше вообще говорили «затер до дыр», то есть вот эту сторону. И вы знаете, там была композиция, знаменитая композиция Дюка Эллингтона «Садись в поезд А» в аранжировке Николая Левиновского. Николай Левиновский – это фантастический российский музыкант, выпускник Саратовской консерватории, работал во множестве оркестров, аранжировщиком и пианистом. Но самый большой вклад, то есть его достижение действительно, это то, что в конце 70-х он создал коллектив, который назывался «Аллегро».
Это был действительно интересный, самобытный коллектив, который выделялся на фоне вообще джазовых групп того времени. И вы знаете, сейчас Левиновский плодотворно работает и очень много пишет для оркестра Игоря Бутмана. Мы все желаем ему здоровья и долгих лет жизни. Так вот, в моих руках партитура. И на этой партитуре есть надпись, которую сделал наш казанский, наш старший джазовый товарищ Анатолий Василевский. Да, Анатолий Василевский, дорогие друзья. Так вот, что здесь написано? Эту партитуру дал мне переснять Игорь Леонидович Лундстрем во время гастролей оркестра Лундстрема в Казани в 1978 году. Вот такая связь времени, связь коллективов. В общем, в руке ценный документ. И сейчас для вас мы сыграем именно ту самую аранжировку знаменитой композиции Дюка Эллингтона «Садись в поезд А» в аранжировке Николая Левиновского.
Мария Аксенова, соло на рояле. И, конечно же, дважды краснознаменная группа саксофонов. Лидер группы Сергей Минаев. Спасибо большое. В 1936 году происходит настоящее джазовое чудо. А именно, по приказу Комитета по делам искусств был основан Государственный джаз-оркестр СССР, так называемый Госджаз. Художественным руководителем этого коллектива был Матфей Блантер, а музыкальным руководителем был Виктор Кнушевицкий. Вы знаете, это был не совсем обычный джазовый оркестр. То есть к традиционному биг-бенду был добавлен малый симфонический оркестр. И направление, в котором стали развиваться эти музыканты, стали называть симфоджазом. Это потрясающе. Дело в том, что, в общем-то, фактически все, кто имел отношение к джазу в стране, помогали создавать репертуар этого оркестра. То есть он создавался очень скрупулезно. И только через 2 года, а именно в 1938 году, в колонном зале Дома Союзов на праздновании первой декады советской музыки выступил этот оркестр. Успех был феноменальным. Знаменитая советская газета «Известия» на следующий день вышла с таким эссе. Еще несколько лет тому назад советский джаз буквально с боем завоевывал себе право гражданства и признания. В том, что советский джаз представляет собой в настоящее время подлинно художественное явление, мы смогли воочию убедиться на вчерашнем выступлении. Фактически это была победа джазовой музыки. Но уже в 1941 году коллектив получил статус образцово-показательного оркестра Наркомата обороны и выехал на фронт. Значительная группа исполнителей вместе с главным дирижером Юрием Лаврентьевым во время фронтовых гастролей попала в окружение под Вязьмой. И почти весь состав оркестра погиб. Вы знаете, в следующих композициях мы хотели бы вспомнить тех артистов, что во время войны внесли свой вклад, порой и ценой собственной жизни, в великую победу. Мы хотим сказать, что никто не забыт и ничто не забыто. Вечная слава героям, павшим за Родину-Мать.
Спасибо большое. Эту потрясающую аранжировку для нас написала наша джазовая, хорошая знакомая Ксения Акимова, потрясающая пианистка. Вы знаете, практически все музыканты, в том числе и джазовые, все сделали специальные фронтовые программы и отправились на фронт. Все, как могли, поддерживали наших бойцов. Но, как говорят очевидцы, самым активным в этом плане все-таки был оркестр Утесова. И не раз они попадали в различного рода переделки. На средства, собранные оркестром, были созданы 2 боевых самолета. И с личного разрешения Сталина они носили имя «Веселые ребята». И вы знаете, 9 мая в Москве играл оркестр Утесова. Играл много, играл весело и задорно. И наверняка следующую композицию, которую мы сейчас сыграем, они тоже играли.
Филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан. Спасибо. Спасибо огромное. Если речь зашла о наливай, то это к антракту, конечно, дорогие друзья. Увидимся после антракта. Спасибо.
Второе отделение мы хотели бы начать со знакомства с прекрасным композитором Юрием Чугуновым. Это теоретик джазовой музыки. Мне посчастливилось учиться. У него он преподавал джазовую импровизацию. Вы знаете, он знаменит тем, ну, во-первых, он выпускник консерватории класса Арама Хачатуряна. И будучи еще студентом училища имени Гнесиных, он уже начал преподавать теорию джаза в только что открывшемся эстрадном отделении в училище Гнесиных. И знаменитым тем, что он автор одного из первых российских сборников «Гармония в джазе». И сейчас для вас мы исполним его композицию, которая называется «Посвящение Чик Корию». Чик Кори – это великий джазовый пианист. И, конечно же, Чугунов с удовольствием дарит свою музыку, пишет ее в честь такого великого автора. Итак, Юрий Чугунов «Посвящение Чик Кории».
Даниил Идрисов, соло на гитаре. Мария Аксенова, соло на клавишных. Эдуард Нурулин, соло на ударных. Потрясающий Чигунов и потрясающая композиция «Посвящение Чикари», которую многие пропустили. Дорогие друзья, Юрий Сергеевич Саульский – одно из главных имен в истории российского джаза. Но удивительным образом это не столько связано с его музыкальной деятельностью, сколько с его ролью организатора джазовых мероприятий. И всю свою жизнь он потратил на то, чтобы джазовое искусство стало, к нему в СССР стали относиться наравне с классической музыкой, чтобы уже забыли ту эпоху, как говорил Утесов, эпоха разгибания саксофонов, чтобы забыли про нее. Вы знаете, и у Саульского была потрясающая карьера. После того, как он выпустился из консерватории в 1954 году, он стал музыкальным руководителем оркестра при Центральном доме культуры железнодорожников. Позже 27-летний Саульский стал музыкальным руководителем оркестра легендарного Эдди Рознера. Чуть позже он возглавил уже свой оркестр Центрального дома работников искусств. Это уже был молодой коллектив, где играли музыканты, которые уже воспитывались на большом джазе, на бибопе. Это был Горонян, это был Зубов, Бахолдин и многие другие. В 60-х годах он возглавляет Московский мюзик-холл. И в 1966 году на свет появляется, пожалуй, главный коллектив, самый знаменитый коллектив Саульского, это ВИО-66, вокально-инструментальный оркестр. Дело в том, что в традиционном джазовом оркестре 4 группы. То есть это группа саксофонов, группа тромбонов, группа труб и ритм-группа. Саульский добавил еще одну группу, вокальную группу. И это не то, что вокалисты выходили и пели сольно с оркестром, это, конечно же, было. Но это была полноценная группа, то есть они пели такие же партии во всех произведениях. И вы знаете, это, конечно, было потрясающе. И сейчас для вас мы сыграем, пожалуй, самую знаменитую композицию, которую Саульский написал для своего оркестра ВИО-66, которая называется «Знакомство с оркестром». Даже есть небольшой видеоклип на эту композицию, ее можно легко найти в интернете. Но сейчас мы с удовольствием для вас ее сыграем. Итак, «Знакомство с оркестром».
Абдурашид Алаваддинов, соло на тенор-саксофоне. Мария Аксенова. Марат Бабаев, соло на трубе. На этот раз сидя. Спасибо большое. Вы знаете, вскоре Саульский перестает выходить вместе с оркестром на сцену и полностью концентрируется на работе композитора. И вы знаете, он написал огромное количество музыки и к фильмам, и к спектаклям. И это были популярные мелодии. И он был очень-очень уважаемым человеком в Союзе композиторов. И благодаря его авторитету он сумел организовать небольшую секцию эстрадно-джазовой музыки внутри этого Союза композиторов, которую сам и возглавил. Эта секция позволила многим джазовым музыкантам приобрести официальный статус. Саульский сделал все, что только мог, чтобы в России появилось джазовое образование, чтобы джаз преподавали наравне с классической музыкой. И в 1974 году начали открываться первые эстрадные отделения, где преподавали джазовую музыку. Первые крупные международные фестивали тоже связаны с именем Саульского. Многие иностранные коллеги называли Саульского никак иначе, как министр джаза СССР. И сейчас для вас мы сыграем потрясающую джазовую балладу, которую написал Саульский. И для этого мы приглашаем на сцену Аделю Музафарову. Это потрясающая композиция, которая называется «Зеркало». Верю я, сердцем верю я в зоркий взгляд твоей любви, в зеркало, словно в зеркало я смотрю. Если меркнет свет в горький час, нелегкий миг, в зеркало, словно в зеркало я смотрю.
глазах твоих. Аделя Музафарова. Потрясающая баллада Саульского «Зеркало». Следующий музыкант, о котором мы хотим рассказать, это потрясающий пианист и композитор Константин Арбелян. Он возглавил джазовый оркестр Армении и руководил этим оркестром 36 лет. Этот оркестр стал по-настоящему знаковым коллективом для всего российского джаза. Огромное количество записей. Представлял СССР по всему миру. Они объездили более 40 стран. И вы знаете, конечно же, сотрудничество с Аллой Пугачевой, их знаменитая песня «100 часов счастья», которую написал Арбелян, тоже очень много значит. Для истории джазовой музыки тоже. И сейчас для вас мы сыграем и споем потрясающую композицию Константина Арбеляна, которая называется «Вокалист» или «Фантазия для голоса с оркестром». Аделя Музафарова. Абдурашид Алаваддинов, дамы и господа, соло на тенор-саксофоне. Константин Арбелян, вокалист. Спасибо большое. О следующем легендарном джазовом музыканте можно очень долго говорить, и говорить нам очень приятно, потому что он большой друг нашего коллектива. Несколько раз он приезжал в Казань, выступал вместе с нами. Это Анатолий Кролл, легендарный бенд-лидер, пианист, аранжировщик и композитор.
Вы знаете, удивительный факт – это то, что 17-летний Анатолий Ашерович Кролл стал музыкальным руководителем эстрадно-джазового оркестра Узбекистана. Только представьте, каким нужно обладать мастерством, какой харизмой, чтобы возглавить такой большой оркестр, ну и, в общем-то, управлять им. Это, конечно, феноменально. Чуть позже, что? Чуть позже он перебрался в Тулу и при Тульской филармонии организовал джазовый оркестр. И буквально все музыканты со всего СССР мечтали играть в этом оркестре. И оркестр стал безумно популярным. И даже некоторые критики писали, что именно Тула является центром джазовой жизни СССР, а не Москва. Это, конечно, феноменально. Чуть позже, после вынужденного отъезда Эдди Рознера из СССР, Кролл с оставшимися музыкантами организовал оркестр уже в Москве. И назвал этот оркестр «Современник». Этот оркестр стал безумно популярным благодаря тому, что сотрудничал с прекрасным режиссером Кареном Шахназаровым в его фильмах «Зимний вечер в Гаграх» и, конечно же, «Мы из джаза». И мы с удовольствием сыграем композицию, которую написал Анатолий Кролл из этого фильма, которая называется «Эрмитаж». Спасибо большое, конечно же, за фильм «Мы из джаза» и за эту потрясающую музыку. Вы знаете, музыка в советских фильмах играла огромную, колоссальную роль. И, конечно же, Дунаевский, как композитор, и Александров, как режиссер, они сделали очень много для того, чтобы вот и зародился этот стиль музыкальной советской комедии, где музыка играла огромную роль. И стоило песне только прозвучать в фильме, она сразу же становилась очень популярной. И, конечно же, джазмены не могли пройти мимо таких шедевров, потому что действительно музыку писали поистине гениальную. И сейчас мы хотим для вас сыграть нашу версию очень известной песни из кинофильма. И традиционно, если вдруг вы ее узнаете,
поаплодируйте, нам будет очень приятно. Thank you.
Спасибо большое. Это потрясающая музыка из кинофильма «Гардемарины вперед». Софья, Алешка. Ну, тот, кто знает, тот поймет, о чем речь. Спасибо. Геннадий Гольштейн. Это великий джазовый альт-саксофонист, родом из СССР, конечно. Стал он знаменитым в 60-е годы, когда был солистом и лидером группы саксофонов в оркестре Вайнштейна. Да? Все правильно? Так. Вы слушаете меня или нет? Вы знаете, в 1963 году происходит удивительная вещь. В Америке выходит виниловая пластинка, на которой записано 6 композиций, джазовых композиций, советских музыкантов. Дело в том, что в 1962 году в СССР гастролирует оркестр Бенни Гудмана. И музыканты этого оркестра вывозят с собой партитуры советских музыкантов. И вот этот диск выходит, и 3 из 6 композиций принадлежит Гольштейну. Это удивительно. Его легендарный состав с трубачом Носовым просто эталон игры в стиле бибоп. Это потрясающе. И вы знаете, что в 60-х годах на одном из джазовых фестивалей в Ленинграде он получает специальный приз за лучшую аранжировку, за лучшую джазовую аранжировку для биг-бенда. Ей является композиция Андрея Петрова «Я шагаю по Москве». И ее мы с большой радостью для вас сейчас сыграем. Сергей Минаев, соло на альт-саксофоне. Потрясающая аранжировка Геннадия Гольштейна, не менее потрясающие песни Андрея Петрова «Я шагаю по Москве».
И сейчас довольно-таки неожиданно мы сыграем мою авторскую композицию, которую я написал год назад. Это совсем другая музыка. И называется она «Казань блюз».
цветы от Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан. Аделя Музафарова. «100 лет российскому джазу». Дорогие друзья, отдельные аплодисменты нашему звукорежиссеру Игорю Яковлеву. Огромное спасибо всем службам филармонии. Мы начали юбилейный сезон. Мы ждем вас, ценим и любим. Спасибо большое. Доброго вам вечера. Спасибо. Филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан. Спасибо.